Раннее утро. На плацу Министерства обороны Абхазии комендантская рота. Традиционный подъем государственного флага и построение. Чеканить шаг для солдат этого подразделения – занятие не просто обязательное и ежедневное. Ведь именно они идут в первых рядах на торжественных парадах и смотрах. Комендантская рота также участвует на всех торжественных прохождениях на 30 сентября, на 9 мая. На сегодняшний день комендантская рота достигла высокого уровня по строевой подготовке. И вот прохождение было отмечено на 30 сентября. Следующий пункт назначения – артиллерийская группа Министерства обороны Абхазии. Здесь утро начинается с тревоги и приведения в боевую готовность. Из походного в боевое положение этот миномет необходимо привести за 40 секунд, и бойцы успешно выполняют задание. Следующая арт-установка более крупная – гаубица. У каждого в боевом расчете своя задача, и слаженность действий, как рассказывают военнослужащие, главное условие успеха. Мы разворачиваем орудие, наш рекорд был около 56 секунд. Это разворот, а сворачиваем орудие за 46 секунд. При развороте орудия дается команда к бою. При команде к бою каждый из расчета знает свои места. Некоторые стоят на стропилах, некоторые просто поднимают орудие, некоторые поднимают ствол орудия. После того, как орудие было развернуто, каждый строится в одну шеренгу, после чего дается команда «Орудие к бою готово». И, наконец, самое дальнобойное орудие – БМ-21, или, как его еще называют, установка «Град». В мае 1993 года появление в рядах абхазской армии реактивной артиллерии стало настоящим ударом для грузинских оккупантов, огневые точки которых «Град» ликвидировал быстро и точно. Первый «Град» у нас появился 1 мая 1993 года. Естественно, роль хорошую сыграла, потому что реактивные артиллерийские установки гасили огневые точки грузин, их уже можно было достать. А до этого с тем, что было в наличии артиллерии, недостаточно было, неэффективно. Вот с появлением «Града» было уже эффективнее на Гумистинском фронте. Отечественная война народа Абхазии сформировала лучшие части абхазской армии, ставшие основой современной армии страны. Экспозицию небольшого музея вооруженных сил Абхазии, расположенного в здании Министерства обороны, его начальник Дмитрий Будба собирал по крупицам, нередко лично находя экспонаты, устанавливая их историю. Здесь и подарок первого президента Абхазии Владислава Ардзенба, книга с его дарственной надписью «Знамя Победы», водруженная на Ингуре 30 сентября 1993 фотографии бойцов и командиров, карты фронтов и главных наступательных операций. Первый вариант не получилось. Потом, типа смету составил, рисовал несколько раз, несколько вариантов. И в конце концов, это такой вариант, вот то, что сейчас видите, вот мы пришли к этому знаменателю. Теперь вот у нас, вот видите, история Отечественной войны народа Абхазии. Это очень много материалов. Здесь невозможно все вместить. Поэтому здесь указано во время Отечественной войны, которая имела наиболее такое важное значение, таких вот, скажем, вот январское наступление, мартовское наступление, июльское наступление, встречу двух фронтов на Кадорском мосту, такие моменты. Один из экспонатов музея Министерства обороны – дистанционно управляемая скоростная лодка, разработанная под руководством Анатолия Марколия. В группе по разработке также значатся Адгуры Налыпа, Батал Бджаня, Шанава Альберт, Валико Таня и Валерий Кураско. Так получилось, что этой лодке так и не пришлось побывать в бою. День открытых дверей провело Сухумское высшее общевойсковое командное училище в преддверии праздника. Впрочем, принимать в стенах училища сухумских старшеклассников стало доброй традицией. Здесь от молодых курсантов они узнают не только об истории учебного заведения, но и получают массу знаний о строевой подготовке и других премудростях военного дела. Какой жизнью они живут, как учатся. Понятно. Что тебя больше всего интересует, привлекает в армейской жизни? Дисциплина, как проводится военное училище, физическая подготовка. Побольше экскурсий здесь проводить, чтобы больше интереса было. В следующий раз придешь? Да, обязательно. Хочу спасибо сказать огромное директорам, учителям, которые
изъявили желание привести подрастающее наше поколение в наше училище. Здесь находятся 11 классы. Буквально через год многие из них пойдут служить в армию. И воспитание в патриотическом духе, я думаю, что это самое главное для молодых людей. Разобрать и собрать автомат, научиться пользоваться противогазом, увидеть настоящий бронетранспортер или танк – все это вполне возможно поможет молодым людям найти свое будущее призвание именно в военной службе. И уже завтра среди курсантов СВОКу обязательно появятся вчерашние школьники. Рустам Зантария, Торник Амичба, Абаза ТВ.